Шуточный мотив и мелодию этой известной песни, исполняемой группой «Луам», любит не одно поколение ингушской публики. Она давно приобрела статус народной, но мало кто знает, что музыка написана на стихи известного ингушского поэта Капитона Чехкиева. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Почтить его память сегодня в стенах Национальной библиотеки собрались родственники и творческая и научная интеллигенция республики. Ингушский поэт и прозаик был к тому же великолепным мастером сатиры и юмора. Он любил и ценил жизнь, несмотря на все перенесенные тяготы. Вспоминая о брате, самая младшая из семьи, Мака Чехкиева, не может сдержать слез. Родился Капитон Чехкиев 5 сентября 1924 года в селе Базоркино пригородного района. Детство и юность поэта совпали с временем возникновения в Ингушетии своей национальной письменности и печатных органов, открытием школ. Его жизненный путь хорошо изучила доктор исторических наук Зейнаб Зарахова. Как старший в семье, Капитон всегда находил нужные слова, делал мягким тоном наставления. В одном из писем, которое он пишет своей сестре Маке, он дает ей несколько советов. Жизненно важный вопрос решать может только тот, кто совершает действие, кто решает. Прежде чем что-то предпринять, говорит он, обдумай всеми силами своей мысли. Никогда не забывай, родная, что самая добрая душа любит тебя для себя, а не для тебя, поэтому учись жить. Он говорит, никогда никому не обращайся за помощью, если у тебя есть хоть малейшая возможность не обращаться, не искать помощи. Будь сильной. Свои первые стихи Капитон Чехкиев начал писать в 12 лет, а уже в 13 многие из них начинают печататься в газетах «Сердало» и «Ленин Путь». Трудовую деятельность Чехкиев начал рано. Еще до депортации он был переводчиком и диктором в Республиканском радиокомитете, корреспондентом в газете «Сердало», работал художником. После известных событий более 13 лет он был отлучен от своей родины, не мог ни писать, ни печататься. Творческую активность он начинает проявлять после возвращения в 1957 году. Им созданы такие шедевры ингушской поэзии, как стихотворения Ангини, Эл Моусер, Модж Моусер, сатирические рассказы Бяти Зохлол, Су, Курсет. Созань болчаны суны капитан Сен Баргвейнлас тухан капитан Михасу, но иллежи хазавусу стихотворение тачил тиекere бейт хазавусу нах дутчханат хигалашке камын дуалрызы тухан капитан зязяди хоуждатер. Творчество Чехкиева пронизано юмором, любовью и патриотизмом. Его стихи и рассказы читает не одно поколение ингушских школьников. Сегодня на встречу также были приглашены учащиеся 5-й Сунжской школы и студенты Сунжского гуманитарного колледжа. По словам одного из организаторов, Хавы Гадаборшевой, такие встречи дают возможность подрастающему поколению по-новому взглянуть на творчество наших классиков. Узнала Чехкиева как человека с тонкой душевной организацией, потому что в школе мы учили такие боевые стихотворения про родину, про там что-то такое воспитание, про учебу. А тут я прочитала, узнала его лирическую сторону. Очень красивые романтические произведения у него есть о любви, об отношениях, о женщине, о девушке. И вот это для меня был новый взгляд. Звезда поэта закатилась рано. Умер Капитон Чехкиев в 1961 году, в возрасте 36 лет. Первый и единственный прижизненный сборник Чехкиева вышел в 1959 году, тиражом всего 700 экземпляров. В то же время выходит коллективный сборник «Молодые сердца», в который вошли 18 стихотворений, часто звучащие с эстрады и по радио. До конца неопубликованным остался его роман «Кремниевые горы», появившийся на страницах журнала «Литературная Ингушетия» в 2000-х годах. Несмотря на короткую жизнь, Капитон Чехкиев сумел оставить о себе яркий след в литературной сокровищнице нашего народа и в сердцах многих. Дана Плиева, Асхабила Киев, Новости 24.